Да, погодка остается уже, получается, вторая неделя такая холодная, морозная. Кстати, всем привет, друзья, и всех с наступающим Новым годом. Вот, еду снова в город по делам, в центр города. Ну, как бы я в городе, но еду в центр. Вот, очередная поездка, и так каждый день фактически. Вот. Ну, что-то, по-моему, с утра показывало минус 48 или минус 49, надо по ощущениям. Все минус 52, 53. Я, кажется, еще по ветру еду, сзади меня ветер в спину поддувает. Но против ветра еще хуже ехать. Такой холод. Да, ну вот накат вот первые 30 минут, примерно, ну даже не 30, а когда я загнул, скорее всего где-то минут 10. Первые минут 10, вот как с тепла выходишь, накат хороший. Вот, то есть как летом едешь, потом он начинает угасать. И все хуже становится. Но это потому что велосипед замерзает, из-за этого как бы накат хуже становится, резина мерзнет, покрышки, втулки. Все это происходит с любым велосипедом. Как бы здесь без разницы. Я не видел еще, не встречал такие покрышки, которые бы вот в минус 40 не замерзали так. Любая покрышка, она, да, вот даже на машинах. Машина вот стоит, допустим, минут 30 примерно, да, где-то так говорили, на улице. Колеса, ну, без движения. Колеса вот у автомобиля становятся квадратными. Вот и замерзает. Ну, машина вот так вот, как на этих, на квадратных колесах едет. Есть такая тоже такой момент. Видите, какое молоко, туман. Туман мощный. Вот, стараюсь ехать по тротуарам, так как на дороге, видите, что происходит. Из-за выхлопных газов ничего не видно. Ну, давай, проезжай. Вон машины под Наташами стоят. Вот так оставляют портативный гараж, чтобы машина не задудела, просто не заведется, если вот так весь день простоит, она не заведется. Так, это я на светофоре. Ну, тут я обычно проезжаю по дороге, там вот есть небольшой, как бы, ну, возможность на тротуар съехать, поэтому как-то удобнее. Сейчас поедем. Сделал для нас зеленый свет. Погнали. Вот хороший свет на тротуар. Раз, все. Это уже по тротуару безопаснее. Такой-то туман, да, лучше на дорогу не вылазить.
Вот видите, дом в 100 метрах находится, практически не видно его. Вот тоже дом стоит, не видно слева. Да, накат постепенно попадает, но сейчас фактически все уже. Наката нету, можно сказать. Еду на 1.4. Впереди 34-я звезда. А сзади сверху, если брать, 4-я. Ну, то есть большая, там, по-моему, 32-я или 36-я. А вот так и живем. Не, ну вот на велосипеде, я хотел сказать, ты едешь, что-то движение, как бы, ты не мерзнешь. Единственное, вот сейчас я говорю, это немного как бы неудобно. Воздух сухой. Вот моментально как бы. Ну как бы, то есть на холоде как-то тяжело говорить, вот я простыми словами. Тяжелее, да. Да, здесь тоже есть возможность выйти на дорогу и потом так же, как на тротуар, как в прошлый раз, свернуть. Ну, в основном японские машины, Nissan, Toyota, вот Crown старый, Toyota Voxy. Короче, японских машин больше в Якутии, ну, вообще на Дальнем Востоке есть. Европеек вообще практически нету. Здесь снова мы на тротуаре. Здесь уже тротуар получше пошел, пошире. Вот люди стоят, ждут автобусы. Где-то до сих пор холодные остановки, где-то теплые. Фух. Ну вот, можно сказать, накат вообще пропал. Сейчас вот еду, так поддавливаю, чтобы скорость была. Так, вчера у меня снова от холода дырка появилась на камере. Я ее сразу клеил вчера. Потом снова поехал в город, вернулся. Утром просыпаюсь. Колесо заднее спущено, но вот где дырка была, которую я заклеил. Сейчас вот новую камеру поставил от Forward на 26-е колесо. Я не знаю, надолго ли мне ее хватит. Надеюсь, хотя бы вот эти холода продержатся. Потому что уже, ну вот, завтра, послезавтра уже теплеть начнет. Вот воскресенье, да, но это послезавтра. Обещают минус 32, минус 34. Фух. Это тоже такой поворот. Надо аккуратно, слева, справа машины. Ну так что да, зима хоть и суровая, но все равно когда-то закончится. Поэтому, ну, вообще потепление будет нормальное такое уже в марте. А так январь, февраль еще, ну, январь холодный, может быть такой же, как декабрь. Тоже минус 40, минус 50 бывает. В феврале бывают такие дни иногда. Ну,
Да, в феврале уже, в марте вернее, уже будет теплее. Вот там зеленый загорелся. Не успею, придется постоять, подождать. Да, видите, деревья все такие в снегу. Есть. Красиво. Есть на что посмотреть зимой. Вот видите, тоже это все в снегу. Вон елка стоит напротив. Это улица Дзержинского. Перекресток. Вот маршрутка поехала, сотка. Поворачивать будет. Автобус. По-моему, вот эти автобусы на газу. Такие. Да, съемки веду на DJI Osmo Action 5 Pro. Камера выдерживает такие температуры. Ну, GoPro у меня была раньше 11, она примерно через минуты 3-4 вот при таком холоде вырубалась. Но эта камера может, не знаю, я максимально не пробовал, как бы там. Ну, полчаса точно вот. Я как-то пробовал тестировать, да, вот полчаса, ну, 20-30 минут спокойно выдерживает. Минус 45. Поэтому, мне кажется, даже в течение часа, наверное, даже может записывать. Я такие тесты пока не делал. Вот тоже машина под Наташей. Видите, номера пишут, чтобы, ну, как-то отвечать. Или, наверное, думают, если воруют, чтобы как бы проще было найти, наверное, как бы помечают. Отличительные знаки. Вот. Вот. Пешеход. Все в тумане. Все в тумане. Снимаю в 4К 30 FPS на ультраширокий угол, чтобы обхват больше был виден. А так что подумала, может быть, как бы и полиса, и хочется купить Osmo 360. Это камера на 360 обзоры. Вот, но думаю, либо ждать второй версии, либо вот эту брать. Вот я в раздумьях. Охота, конечно, да, какие-то новые ракурсы, чтобы меня вот так целиком было видно. Но как-то они не до конца эту камеру 360 Osmo DJI, не до конца ее как бы, ну, не до совершенства, а доведенная. Вот, там много, как бы, если у меня минусов, так сказать, то у нее запотевает линза, то у нее несменные объективы, то у нее там при малейшем касании царапины на объективе, ну, на линзе защитной появляется, в общем. Так что как-то так, да.
может, подожду вторую версию. Ну вот мы уже, можно сказать, в самом центре города. Подъезжаем к площади Аюнского, Орджоникидзе. Первые. Вот. Так, перекинув дорогу. Так, не будем нарушать, пойдем в точку. А сейчас еще по центру прокачусь и буду заканчивать этот короткий репортаж. Вот как раз елку посмотрим, ледяные фигуры. Вот новогодняя елка. Площадь. Так, пройдем вокруг елки. Один круг. И загадаем какое-нибудь желание. Это 0,1 километр был. Да, отсюда как раз 0,1 километр всех дорог. Так, вот все, как мы сделали. Желание, да, все, вот внизу 0,1 километр. Желание загадали. Видим дальше. Ну вот, ледяные фигуры. Ледяные фигуры. Вот это фонтан. Подсветка будет вечером, ну, то есть часа 3-4 включат. Сейчас пока светло, без подсветки работает. Горка деревянная. Да, сегодня активированные дни, по-моему, с 1 по 5 класс дети не учатся, не ходят в школу. Это, по-моему, начиная от минус 45 такая, ну, такие правила. А если минус 50, то, по-моему, уже и старшеклассники перестают ходить в школу. Так, надо успевать. Убрали. Вот это наш главпочтамт. Центральная почта. Так, нам прямо. Так, ну что ж, друзья, в прошлый раз, ну то есть сейчас я уже включаю, сейчас уже вечер. До этого у меня камера от холода вырубилась где-то на 25-й минуте. Вот, сейчас я полностью заряженной камерой еду. Вот что. Вот видите, сейчас по погоде посмотрел, по-моему, 48 где-то показывает. Минус 48 вечера. Ну вот и снова туман. Как обычно, туман. Сейчас снимаю 4К 25 FPS и режим супернайт, суперночь. Картинка должна быть более-менее нормальная. Сейчас пятница. Многие идут с работы, возвращаются. Ну и надо сказать, что сегодня последняя пятница этого года, уходящего 25-го. И много людей, которые сегодня отмечают
Новый год на работе. Ну, то есть так называемые корпоративы вовсю гремят. У кого нет корпоративов, те, ну, как обычно, с коллегами там либо на работе остаются, либо куда-то идут. В общем, да, сегодня такой оживленный вечер. В целом, можно сказать, по России, когда многие сегодня начинают уже отмечать Новый год. Хотя на следующей неделе еще понедельник, вторник, это рабочие дни. Вот, ну, что сказать. Каждому свое, как говорится. Кто-то ходит на корпоративы, кто-то не любит, кто-то вообще Новый год не отмечает. Просто проводит его как обычный день. Да, есть у меня знакомые, товарищи, которые Новый год никогда не отмечают, обычно проводят его как обычный день, не справляют, никуда не ходят, а просто засыпают и проводят его как обычный день. 31 декабря имеется в виду. Ну и покрышки деревянные стали. Прям еду и чувствуется, что они такие твердые от холода, задубели. Ну так, скорость примерно 8-10 км в час средняя. Такой холод. Больше не разгонишься. Поэтому вот так вот потихонечку, не спеша. Да тут еще если разгонишься, сразу задубеешь. Поэтому-то бывает я и на спусках даже, ну, пешком иду, чтобы не замерзнуть. Да, тут опасный поворот, слева может машина выскочить резко. Так что да, скоро Новый год. Всех наступающим. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пожелаю всем крепкого здоровья. Это самое главное. Фух. Ну, кстати, это сегодня Дима скинул информацию, что ледовая переправа уже открыта с Греса, ну, с Заркалаха получается. 12 километров протяженность. Может быть, в воскресенье поедем, я думаю. Посмотрим, как получится. Либо перенесем на январь, на выходные.
этот туман, я рассказывал уже, что по большей части вот весь этот туман это выхлопные газы от автомобилей, раз, ну и тепло, которое от домов исходит, это два. Так что вот, ну и никуда он не рассеивается, так все время стоит туман. Но вот стоит потеплеть где-то, если будет минус 35 хотя бы, то туман сразу рассеется. Это вот самые морозы, вот такой туман обычно, где-то начинает минус 40. Вот Наташа. Видите, вот под Наташей машина. Бывает такое, что из-под дома начинает литься канализация. Некоторые называют писающие дома. Ну, именно когда из-под них канашка вытекает. И но самое такое, что неприятное бывает, что когда вот так вот Наташа закрывает машину, домой уходят, утром выходят, а все во льду стоит. И Наташа, получается, вот этот портативный гараж заливает водой снизу и моментально все в лед превращается, потом только отдалбивать. То есть такие моменты бывают. Ой. Вам просигналить? Слышит, не слышит. Да, бесполезно, как сигналить. Тут, по-моему, даже если кричать будешь, не услышишь. Так же будут идти. Бывает такое. Бывает. Фу. Мы на перекрестке стоим, Кальвица. Вот тут все вот, по идее, дома тут рядом, но их вот из-за тумана не видно. Ну, короче, возвращаясь к теме вот этого всего тумана, это мелкие микрочастицы, которые вот в воздухе стоят. По идее, не вредны для здоровья. Вот этот, как бы мы дышим, в легкие попадает. Это не есть хорошо. Поэтому так, такое себе, знаете, воздух загрязненный, можно сказать, в данный момент. А тут светофор вообще самый такой, сколько он? 90, по-моему, 4 секунды красный горит, а зеленый всего там секунд 15. Сейчас посмотрим, сколько будет зеленый гореть. Пойдем. А, ну вот 20 секунд всего. Красный 94.
Вот тоже неудобное вообще место. Самое неудобное, я считаю. Смотрите, русская автовар русские, сразу автобусы. Приходится вот так вот объезжать народ. Вот как молоко, вообще ничего не видно. Конкретный туман от выхлопных газов. Потому что подвес надо балаклаву натянуть. Да, вот так теплее. Ну и так, друзья, каждый день по делам езжу в одну сторону 20-25 минут, 20, обратно также минут 20-25. И все, нормально, можно. Раньше я больше расстояния ездил каждый день, когда в другом месте жил. У меня дорога уходила в одну сторону только 50 минут. И обратно также 50 час. А тут вообще фигня. 20 минут и ты все уже там на месте. Ну, вот я уже почти доехал куда мне надо. Ну что ты, прям встал на заезде. Не люблю, когда так делают. Там такой заезд удобный. А вот машина замерзшая. Будет стоять так до апреля. В апреле только я заведу эту машину. И так будет стоять. Ух, хорошо. И люблю я зиму, люблю я холода, морозы. Не знаю, что бы я делал. Где-то в центре, где вместо снега жижа, реагенты химические, соль на дороге, ну и каша чайная. Многие, кстати, пишут, завидуют, что это у вас в Якутске такого нет, в Якутии, чтобы там солью посыпали, чтобы грязь ниже стояла. У вас конкретно, если зима, так вот так вот, если холода, то так, если лето, то так, тоже плюс 35, жаркое лето, холодная зима, в общем. Якутия в этом плане хороша, нам нравится. Нам нравится здесь жить. Ничего такого в этом сложного прям нет. Ну, привыкаешь ко всему, привыкаешь. Для меня было бы, наверное, сложнее где-то в Африке жить, где плюс 40, плюс 38, такие температуры. Ну нафиг, лучше в холоде, чем в жаре париться. Ладно, друзья, все, пора заканчивать этот репортаж. Всем
спасибо за просмотры. Как всегда, оставляем лайки, комментируем, делаем репосты. Ну и если вам не сложно, можете поддержать меня. Ссылка есть в описании. Как можно меня поддержать и мой канал. В общем, всем пока, до скорых встреч. Всех целую, обнимаю, всем пока.